Угу. Мне сюда смотрят? Да. Ага. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Татьяна Кротова, журналист общественной организации. И у меня в гостях сегодня Рахматулло Мазариев. Это давний знакомый нашей общественной организации Пермский региональный правозащитный центр. И один из самых известных, наверное, в Перми членов таджикской диаспоры, инженер-технолог молочной промышленности Рахматулло Мазариевич Мазариев. Сегодня мы хотим поговорить с ним о жизни таджикской диаспоры в Перми. Потому что, почему именно с ним? Потому что, Рахматулло, вы ведь являетесь учредителем, одним из учредителей конечно, Союза таджиков Пермского края. И хотелось бы у вас узнать, хотя бы вкратце, о таджикской диаспоре. Какая она сегодня в Перми? Ну, может быть, примерно сколько состав, чем занимается, с какого года здесь таджики в Пермском крае диаспору организовали? Ну, таджики, как бы, если так смотреть, по основному ихнему притоку в Перми, Пермском крае, это начало после распада Советского Союза, это начало 90-х годов, когда начали именно в России, в истории Новой России начали приток мигрантов бывших постсоветских республик, и вот с этого времени, ну, однако общественная организация такова зарегистрирована у нас не было. Я так помню, что с 99-го года мы работали по 2003 год примерно без регистрации общественной организации, и с 2003 года тогдашняя администрация Пермской области, в частности отдел национальных отношений, приглашал таджиков, которые жили в Перми и давно в период советского времени, и потом после распада Советского Союза. И вот сказали, что численность таджиков в городе и в краю как бы так-то стала увеличиваться, и миграционные потоки стали там увеличиваться, и есть необходимость создать вот национально-культурное объединение, то есть национальная община диаспорального толка. И с этого времени я начал работать в общественной организации, то есть в национальной диаспоре. То есть где-то с начала нулевых, да? Это уже было? Да, это так. Уже диаспора, оформленная, да, Союз таджиков Пермского края. И чем сегодня таджики занимаются? Где в строительстве, в торговле, где вот больше, по вашим сведениям? В принципе, если так смотреть по тем сведениям, которые бывший ФМС и сейчас органы миграционного контроля, управление по вопросам миграции МВД, Главное управление МВД России по Пермскому краю дает, в основном таджики как бы так-то работают в сфере частного строительства. Раньше тоже работали в торговле, так как вот вам известно вот то, что сейчас падение курса рубля, и стало невыгодно заниматься торговлей на овощных рынках, на вещевых рынках, поэтому они больше всего задействованы в сфере строительства. А раньше тоже, помните, были большие турецкие строительные фирмы в городе Перми, они были задействованы, и среди этих таджикских строителей даже очень много инженеров-строителей были, прорабов были, которые в турецких фирмах работали. Но, однако, к большому сожалению, после такого отношения между Россией и Турцией, эти турецкие строительные фирмы потихоньку начали уезжать от России. И, в принципе, на сегодняшний день таджикские трудовые мигранты в основном работают в частном строительстве. Ну, это, скажем так, фасад, да? Да, это фасад. Это фасад такой приличный таджикской общины. Но у нас вопрос в эфир, позвонили. Говорите, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вот вы, конечно, все проблемы мировые, это далеко от нас. А вот у меня есть информация, что в нашем городе, в Перми, появились таджикские беспризорники. Это правда? В принципе, такая информация у нас тоже есть. У меня вот лично было, как бы так-то. Вот я помню. Да, мы вас вопрос выслушали. Значит, все мировые проблемы, они, конечно... Мы уже у вас вопрос слышали, да, мы сейчас отвечаем уже. Есть информация, что в Перми появились таджикские беспризорники. Ну, в общем,
общем, то же самое. Мгм. В частности, это правда, было такое сообщение со стороны правоохранительных структур, были как бы так-то несколько задержанных таких таджикских беспризорных, которые они, я помню, что вот меня лично приглашали в отдел полиции, и они в чердаках и в подвалах жили как бы так-то, убегали от родителей, и именно как бы они не учились в средних общеобразовательных школах. Поэтому такова и была. Вот для того, чтобы предотвращать вот эту беспризорность, как бы так-то, я тоже когда-то, я помню, несколько лет тому назад, я разговаривал с Миковым Павлом Владимировичем, это уполномоченным по правам ребенка, для того, чтобы, в принципе, их обустраиваться, учиться в общеобразовательных школах города Перми. Для этого я так считаю, что они должны получать обязательную общеобразовательную, российскую общеобразовательный уровень и равноправная социализация детей-мигрантов для того, чтобы их предотвращать от каких-то террористических организаций. Но в чем проблема? Их в школы принимают, готовы в российские школы принять. В родителях проблема? Бывает, что, да, вы правы, бывает, что некоторые родители своих детей не дают в общеобразовательных школах, и бывают такие проблемы, что у родителей отсутствуют какие-то правовые документы, то есть у них отсутствует миграционный учет. Нелегалы. Нелегалы. Ну, и в связи с этим общеобразовательные, были такие факты, что отказались от приема детей-мигрантов в общеобразовательных школах города Перми. Ну ладно, давайте мы сейчас эту тему закончим, потому что нам надо поговорить еще и о других вопросах, да, у нас. Давайте вспомним, 15 декабря, еще 10 дней не прошло, в Магнитогорске убит лидер, председатель таджикской общины Асадулло Махмудов, да, Махмудов, по-моему. То есть есть вроде бы и другие случаи такие, вот таких убийств, да? Да, были до этого. Я помню, как-то лет, наверное, 7-8 тому назад лично меня приглашали в Екатеринбург. Там в Екатеринбурге очень количество трудовых мигрантов в разы больше, наверное, в 2 или 3 раза больше, чем в Пермском крае. Очень много. И там были социальные городки для мигрантов вблизи в районе аэропорта Кольцово города Екатеринбурга. Я помню, тоже тогда было отчетно-выборное собрание именно таджикских общественных организаций. После по-моему, после этих выборов кого-то выбрали или что там случилось, что когда мы вышли и выстрел, мы услышали выстрел, и одного из лидеров таджикских диаспор в городе Екатеринбург в это время было убито. И покойный Асадулло Махмудов был мой хороший знакомый, я его давно знал, но он, по-моему, если память не даст врать, с 2004 года по 2011 года был бессменным руководителем таджикской общественной организации в городе Магнитогорске. Он был хорошим предпринимателем. Я точно не могу сказать, и по профессиональной деятельности его убили, или по общественной деятельности, пока следственные работы ведутся в этом направлении. Понятно, да, что сейчас следствие идет. Но скажите, пожалуйста, есть ли такие же жесткие, скажем, конкуренция, или как еще сказать, это разборки в вашей диаспоре пермской, таджикской? Если честно признаться, сейчас у нас как бы сильный раскол в диаспоре, как бы в принципе. Я, насколько очень давно работал, мы очень хорошо законно работали, но я так считаю, что в 2005 году, где-то от 2003 года до 2005 года руководил организацию, это очень уважаемый таджик, который с 1971 года Фархат Хамидов здесь живет до сих пор. И он первым руководителем нашей таджикской диаспоры был. И на каком основании и незаконно, на мой взгляд, его отстранили от руководства диаспоры, и потом
и просили, что вот вместо Фархада Хамидова стал председателем диаспоры господин Адинаев. Но, однако, те люди, которые собрались в одной из кафеушек вблизи центрального рынка, ни один из этих людей, которые были там вот хаосом, там, криком, всяким эмоциями, вы сказали, что нам не нужен Фархад Хамидов, вот пусть он уходит от руководства диаспоры. Те люди, которые же участвовали в этих, вот в то, что там состоялось, абсолютно они к отношению к диаспоре не имели, и я думаю, что его и незаконно отстранили с руководства диаспоры и незаконно поставили господина Адинаева руководителем диаспоры. Это было в 2005 году, да? Это было в 2005 году. А последние перевыборы были в ноябре 2015. Да? Это да, последние перевыборы. Давайте, пожалуйста, посмотрим первое видео «Итоги выборов». Смоилов 5%, Одинаев 95%. Мы посмотрели, кто-то в таджикской диаспоре, вы сейчас нам расскажете, кто объявил итоги выборов в 2015 году. Вы знаете, как бы так-то, я, наверное, считаю, что в таджикской диаспоре, наверное, проблема с языковым барьером, так как мы живем в Российской Федерации, государственным языком является русский. Этот отчетно-выборное собрание должно было провести на русском языке. Но вот то, что мы сейчас посмотрели по видео, да, Хуршед Саидов объявил о итогах выборов, которому объявили, что господин Адинаев получил 95% голосов избирателей, а второй кандидат, фамилию я не помню, он получил 5%. Ишмаилов или Исмаилов? Исмаилов, да, Исмаилов, это точно. Такое единодушие 95%, больше, чем у наших руководителей России. Это больше, чем у авторитарных государств. А вы говорите о расколе в диаспоре, да? Но давайте посмотрим еще второе видео с тех же самых выборов, что там было дальше. کی داره میگم دام کزا شده گپ زنه اون کزا شده میگم گپ زنه خودم خرشیدمون من معاونش میشم خدمت میکنم داشتم اگر شما راضی Рахматулло, переведите, пожалуйста, что там говорилось. Там почему-то люди очень озадаченные стоят вокруг Адинаева. Тут, вы знаете, как бы так, в принципе, он и просил, вот на первом видео, да, тоже просили, что если есть возможность, вместо себя я буду назначить Хуршеда Саидова, а я буду работать его заместителем. Нет, на первом видео это не было, там просто объявление итогов. Да, ну, объявление... А сейчас вот там он говорит, и куда-то радость у всех пропала, и чувствуется смятение такое у людей. Что там говорилось? Ну, он сейчас, как бы так, еще раз, если посмотреть, как бы он скажет вот этим Адинаев, да, и скажет, что вот вместо себя он назначит Хуршеда Саидова, и он сам будет одним из его заместителей, и второй заместитель будет Хусейн Шарипов. То есть получается, что люди 95% за него проголосовало, а он свою должность вместе со своими избирателями отдает Хуршеду Саидову. Поэтому люди настолько были, ну, не ожидали явно, да, такого поворота? Такого поворота, я думаю, что даже никто не ожидал, даже, мне кажется, и никто и не ожидал, абсолютно. И этот раз, во-первых, если бы, на мой взгляд, человек, который уже вот изначально от истока создания организации работал, да, в принципе, зачем, если бы этому Хуршеду Саидову понадобилось, он бы вставил свою кандидатуру и
и проголосовали за него, я так думаю. Но вот с этого момента как бы так. Ну, я считаю, что это общественная организация, она зарегистрирована, да, управление Минюста России по Пермскому краю. Но я думаю, что это не частная лавка какого-то гражданина, чтобы вместо себя назначить кого-то другого, Иванова или Петрова, или кого-то, кто хочет. Вот я считаю, что вот из 29 ноября 2015 года по сей день таджикская диаспора в Перми работает незаконно. Давайте еще третье видео посмотрим, где Сайфидин Адинаев представляет таджикской диаспоре нового руководителя Хуршеда Саидова. اکنون تغییرات پیدا می شود برای شما باید بینید و دارید و بشنوید دستگیری کنید با دستگیری شما همه کاری که ما میکنیم با دستگیری شما میشه به دستگیری شما ما یکون کار کردن نمیکنیم من میخواهم که حاضر همین رئیس جمعیت رو با شما شناس کنم شما اینوشه و رئیس جمعیت تاجیکان کشور پیرم خورشید سعیدov من معاون رئیس جمعیت کشور پیرم مبینای سعیدین و حسین شریفو هست نیست نمیدونم همینجا هست خیلی شریف حسین هم میشناسی همه رو و هم معاونی همین انسان میباشه رئیس ریویزیون جمعیت ما معلم است که حمیدov و معاونی و یا عبدالمنان و ملامیرزا علی. Рахматулло, снова просим вас перевести, пожалуйста, что там говорилось. Вот то, что он сейчас выступил перед этими, это было уже 11 декабря 2015 года, то есть несколько дней после первого выбора. Я не знаю, это второй выбор или подвыбор или что там такое. Он представил, сказал, что вот Саидов Хуршед, познакомьтесь, говорит, Саидов Хуршед, председатель таджикской диаспоры Пермского края, я, Унаев Сайфудин, его заместитель, и Шарипов Хусейн, который там он посмотрел, он не присутствует в этом, он будет другим заместителем, потом еще одному человеку, Хамиду Абдухабибу, он представил как председатель ревизионной комиссии обществу. Хамидов Абдулхабиб, это, по-моему, та самая одиозная личность, которая на журналистов напала, когда суд над Адинаевым шел в 2014 году, да? Давайте прямо сейчас можем посмотреть это видео, чтобы вспомнить, раз уж о Хамидове разговор зашел. Около полусотни сочувствующих собрались поддержать в суде главу пермской таджикской диаспоры Сайфуддина Адинаева, которого обвиняют по статье «Грабеж и вымогательство». Журналистам группа поддержки угрожала разбить камеры. Угрозы перешли в дело. Что снимаешь? Что не надо? Что снимаешь? Улицу снимаешь. Что снимаешь? Улицу снимаешь. Разобил? Разбил? Вот. Разбил? 11 месяцев, короче, не понимаешь, по вымогаловному оправдали. Убери свой. Вы что делаете? Сейчас, погоди. Прямо не снимай, я еще раз говорю. Не снимай. Не трогай камеру. Мое Не дело, снимай, я не снимай, я сказал тебе. Не снимай, ебаный мат, не снимай, я еще раз говорю. Конфликт закончился тем, что от этого мужчины, Абдухабиба Хамидова, досталось и журналисту 59.ru. Корреспондента он ударил портфелем по лицу. В самом зале суда журналистам запретили видеосъемку. Сайфиддина Адинаева обвиняли в вымогательстве 600 тысяч рублей и грабеже с применением насилия. Суд учел все смягчающие обстоятельства. Это положительные характеристики Адинаева, наличие у него малолетних детей, его плохое здоровье, а также активную общественную деятельность. По статье вымогательства Адинаева оправдали, не хватило доказательной базы и признали виновным только в грабеже мобильного телефона. Адинаеву суд назначил 11 месяцев в колонии общего режима. Благодарим 59.ru за предоставленный материал. И
вспоминая вот эти дела, конечно, поражает поведение Хамидова Абдулхабиба. Он, насколько я знаю, в то время еще был иностранным гражданином, хотя входил в Координационный совет при губернаторе Пермского края. По национальным вопросам. По национальным вопросам, да, но при этом был не российским даже гражданином, иностранным, и так себя ведет, и нападает на журналистов наших, и командует, как, что делать, что не делать. Конечно, хозяйское такое поведение, он и себя, наверное, и вообще не так же ведет у вас, да, Хамидов? Выходит так, как бы так вот из его эмоциональных выходки и вот таких нецензурной брани, да, как бы так, тем более в эфире, да, мне кажется, это очень некрасиво, тем более он человек образованный и он взрослый человек. А какую должность он занимает в диаспоре сейчас? На сегодняшний день вот господину Динаев его назначил председателем ревизионной комиссии диаспоры. Председателем ревизионной комиссии. Ну, то есть такое окружение у господина Динаева, он сам его выбирает, да? И скажите, пожалуйста, господин Динаев, ему не угрожали убийством? Как, может быть, ну, если других убивают в Магнитогорске, то ему ничего такого не грозит? Ну, если честно говоря, я об этом не слышал, что кто-то ему угрожал об убийстве, да, таковая не было. Но, однако, он лично мне, вот я помню, года 4 тому назад, я это достаточно серьезно не воспринимал, он лично меня угрожал убийством. Это где-то года 4 тому назад. Ну, и еще несколько товарищей, которые ранее работали в организации диаспоры, их тоже угрожал, что как-то с нами расправиться убийством. И потом вот я помню, где-то, по-моему, в этом году, в августе, еще раз меня угрожал убийством, как бы так, что я расправлюсь с тобой, как бы, в принципе, я свою вину, я так-то и в этом я не понимаю, в чем виноват я, как бы так. Ну, на самом деле, уже второй раз меня угрожал, я немножко как-то, как русские говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Но я по этому поводу я и не обращался в полицию. Ну, вот в течение 4 последних лет он мне 2 раза убийством угрожал. Ну, то есть ему никто не угрожает, он сам угрожает убийством, да? А насколько хорошо вы знаете Сайфеддина Динаева? Если так смотреть, мы с господином Динаевым, односельчане, мы закончили одну школу, вот, одну сельскую школу, да. Ну, я на 2 года старше его. Ну, мы знакомы с детства. Ну, в одной школе учились, а он впоследствии потом закончил сельскохозяйственный техникум в Рязанской области. А потом я закончил Московский технологический институт мясной и молочной промышленности. И вот он работал в сфере энергетики, а я в молочной промышленности. Скажите, пожалуйста, у него-то есть еще один сподвижник, Зарипов Абдуманон. Про него что-то можете рассказать, тоже в ревизионной комиссии? В принципе, я тоже как бы на его страничках даже прочитал, посмотрел, как бы так, да, он 2000... Ну, и без этого я знал, что он был осужден в 2005 году за вымогательство наших соотечественников. А господин Динаев вот был осужден за на видео да, это видели, да, видели за грабеж. На видео 59.ru. То есть, получается, если посмотреть на руководство диаспоры, нынешнее, да, в Перми, таджикской диаспоры, то сплошные связи с криминалом, криминальное прошлое, также тесно создана Динаева и всех прочих за Островкой, с наркобизнесом. Очень много в таджикской диаспоре осужденных, это факт, за незаконный оборот наркотиков. Это факт, да. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы в связи с этим на будущее? На будущем я на сегодняшний день хотел бы, есть увлеченных людей, есть хорошие люди, я бы хотел лично в городе Перми создать таджикский культурный центр. Для этого я как бы уже свою команду создал, я хочу где-то в апреле-мае зарегистрировать эту организацию, ну, заниматься вот как бы именно вот уставные цели, задачи вот национальных культурных объединений, это они являются субъектами Российской Федерации. Давайте не будем углубляться в это уставные цели, да. Просто скажем нашим зрителям, что на сегодня в Перми одна таджикская организация диаспора официальная, Союз таджиков Пермского края, но, судя по вашим планам, должна появиться и вторая, да?
И можно сказать, что вы хотите отделиться от незаконного, в общем-то, руководства таджикской диаспоры и Естественно, да. Естественно. Подальше от криминала держаться. Естественно, как бы так. Я даже вот посмотрел по первому видео, да, как бы там вот в этом зале, который было голосование, я очень много тех людей, которые ранее, да, то они были осуждены за незаконный оборот наркотиков, они впервые за победу поздравили господина Адинаева. Это же видео видно было. А можно еще фото показать? Фото, да? Фотографии были. Скажите, пожалуйста, какие-то связи с радикальными группировками есть у таджиков Пермского края? Родственники, может быть? Ну, я настолько слышал, то там несколько вот этих таджикских трудовых мигрантов отсюда именно из Перми уезжали в Ближний Восток, в страну я не знаю, но они и присоединялись к незаконным военным формированиям. Именно вот брат или родственник вот Манона Зарипова и еще одного тоже из этого управления диаспоры, еще другого человека, тоже какой-то родственник, они поехали именно из Перми, туда присоединялись к незаконным военным формированиям на Ближнем Востоке. Ну, страну я не знаю, какую страну, не знаю точно. Ну, подводя итог нашей сегодняшней встречи, надо сказать, что сложная ситуация в таджикской диаспоре на сегодняшний день, да, можно констатировать? Очень сложная, да, действительно, раскол, как бы так, в принципе, я не знаю, ну, что будет дальше. Ну, очень многие люди о том, что вот это все, что было незаконные выборы, да, вот проголосовали за Адинаева и поставили другого человека Саидова вместо. Вот даже вот другие коллеги, да, с других регионов меня и звонят, говорят, у вас что за как вот так прямо и нагло нарушается законодательство. Да, это прямое. Ну, спасибо Рахматуллаху большое за сегодняшнюю встречу, за разговор, искренне, откровенный, насколько мы видим. И всего доброго вам, дорогие телезрители.